На прошлом уроке, когда мы с вами создавали втулку, у нас возникла проблема. Фаска, которую мы создали, она загораживала нам отверстие. И возникает вопрос, а как мне сделать так, чтобы я мог переделать часть своего дизайна, который я сделал, например, в середине, и при этом не создавая заново всю модель? Всем привет, это Beyond Curriculum, с вами Даниил, и сегодня я вам расскажу о том, что такое параметрический дизайн и как нам избежать всех тех проблем, с которыми мы столкнулись на прошлом уроке. Цели этого урока — это знакомство с параметрами и формулами, использование параметров при моделировании деталей, ну и также мы создадим ту же самую втулку, но уже используя параметрический дизайн. Что нужно знать и уметь? Здесь нужно уметь знать и создавать базовые чертежи из графических примитивов, уметь создавать 3D-модели и пользоваться базовыми инструментами, то есть все то, что мы учили с вами на прошлом уроке. Также понимать ограничения и привязку к центру оси, и на самом деле не только к центру оси, привязку мы более, скажем так, масштабно будем использовать на следующем уроке. Ну и плюс ко всему базовые навыки в черчении, знания информатики на уровне 8-9 класса и умение пользоваться компьютером. Давайте перейдем непосредственно к самому 3D-моделированию. Итак, что же мы здесь делаем? Мы с вами умели до этого создавать какие-либо чертежи, то есть мы создавали Create Sketch и все тому подобное. Но что же такое в целом параметры? Параметры — это как переменные в программировании, то есть мы им даем одно значение, оно его запоминает, и потом мы это значение можем использовать в формуле, мы можем использовать в чем-либо еще, в тех же самых циклах. Так вот, мы можем изначально создать какой-нибудь параметр, давайте, например, inner radius, и пусть он будет, например, равен 10. И давайте здесь сделаем еще один outer, rad, пусть он будет равен, например, 50. И давайте теперь посмотрим, как это работает. То есть здесь мы обязательно указываем именно значение в миллиметрах, в метрах, сантиметрах, микронах. Значений может вообще не быть. Можем указать угол. Здесь на самом деле очень много чего можно указать, потому что Fusion все-таки не только позволяет нам делать какие-то чертежи, он позволяет нам делать симуляции, позволяет делать рендеры. То есть для всего этого мы можем, например, указать Luminous Flux, то есть все вот это, допустим, насколько сильно будет светить на наш объект. Мы это еще будем использовать в дальнейшем, когда будем работать с рендерами и с симуляциями. Пока что нам хватит просто Lens, нам хватит No Units и Angles, то есть остальное нам как таковое не нужно. Power, например, или Speed можно будет использовать, если мы будем делать какие-либо анимации, но в данном курсе мы анимации рассматривать не будем. Итак, мы сейчас только что создали два параметра, мы назвали один Inner Rad, другой Out Rad, и давайте мы с этим попытаемся поработать. Что мы делаем теперь? Создаем скетч такой же, берем и делаем окружность для того, чтобы сделать втулку, но вместо того, чтобы писать размер конкретно здесь, то есть в миллиметрах, мы напишем сюда outrad и выберем его из списка параметров. И смотрите, у нас теперь диаметр окружности равен outrad, а outrad в свою очередь равен 50, то есть диаметр окружности равен 50. Отлично, мы этот параметр сделали. Давайте то же самое сделаем теперь для inner rad. Inner rad выберем. Вот так, отлично. И теперь более привычным нам методом создадим 3 отверстия через полигон. Давайте сделаем именно 3, а не 6, для того, чтобы это было просто быстрее. Так, в целом нам хватит примерно 5, давайте даже 20. И здесь сделаем 3. Отлично. И теперь сделаем этот треугольник Construction Line. Это мы тоже сделаем Construction Line. И это мы тоже сделаем Construction Line. Опа. Вот так, нужно более тщательно выделять. Итак, теперь это у нас Construction Line, и здесь мы сделаем 3 окружности. Здесь пусть будет 4, здесь тоже будет 4, и здесь тоже будет 4. Замечательно, теперь мы делаем Finish Sketch, и теперь мы просто выдавливаем эту фигуру вверх на 10. Замечательно. И, предположим, я только что узнал, что, оказывается, втулка мне нужна внешним диаметром не 50, а, например, 100. Я захожу в Change Parameters. Просто беру здесь, захожу в outrad и здесь изменяю с 50 на 100. Пожалуйста, у меня теперь получилась втулка на 100. Я теперь понял, что у меня внутренний радиус слишком большой, я хочу сделать его чуть поменьше. Я захожу сюда, делаю вместо 10, например, 8. Окей, все, пожалуйста, у меня изменился радиус. Ну, давайте теперь вернем все как было. Втулочку все-таки внешний радиус я хочу сделать побольше. Давайте сделаем хотя бы 60. Отлично, давайте здесь теперь нарисуем вот такую же штуку, то есть продолжение втулки, которая у нас была до этого, пусть это будет примерно 30, пожалуй. Да, и вытянем ее вверх.
Столько вполне достаточно. И как вы помните, мы здесь до этого создавали фаску для укрепления. Теперь, чтобы у меня не происходило такого момента, что я создаю фаску, а у меня при этом, скажем так, для отверстия фаски они загораживались вот этой фаской, я сделаю следующее. Во-первых, сначала я создам фаски для отверстий. Выберем chamber вот здесь и вот здесь. Да, я помню, что мы создавали через hole, но здесь, скажем, у меня больше желания именно наглядно показать то, как это работает. То есть, например, сделаем вот так. Да, пожалуй, вот так. Вполне себе нормально. И теперь я захожу в параметры. Добавляю сюда еще один параметр, это пусть будет фаска. И здесь сделаю, например, 1 мм. Окей. Достаточно. И теперь я беру здесь и делаю еще один chamber. И сюда уже вставляю фаска. Вот замечательно, мы теперь можем редактировать значение нашей фаски. То есть я захожу в параметры, и я беру здесь и меняю. Например, делаю 2 мм. 2 мм у нас не получается, потому что тогда оно у нас сюда залазит. Ну, это окей, в целом понятно. Можно сделать тогда 0.5. И получается маленькая фаска, можно вернуть обратно в 1. То есть, смотрите, теперь мы можем полностью управлять своим чертежом, даже после того, как мы его построили. И в конце концов у нас получается вполне себе нормальная втулка, которая в целом рабочая. То есть, и я могу тем самым изменять какие-либо параметры еще. То есть, понял я, что мне нужен внутренний радиус чуть поменьше, я его поменял. Понял, что нужно внешний радиус поменьше, я его опять же поменял. Мне больше не нужно танцевать как-либо с бубном для того, чтобы просто взять и, скажем так, исправить мою модель. Fusion 360 на то и прекрасная программа для 3D-моделирования, так как она именно позволяет просто взять и, скажем, с такой легкостью просто построить вообще любой предмет, который нам только пожелается. Ну и давайте еще, пожалуй, с этим поиграемся. Давайте создадим еще один параметр. Давайте создадим его теперь, например, пусть это будет у нас фаска закругленная, то есть circle фаска, назовем как-либо. И давайте expression пока что будет 2. И создадим какой-нибудь еще параметр на градусы. Сейчас посмотрим просто, для чего мы его будем использовать. Давайте возьмем degrees и здесь делаем ang. И здесь, например, сделаем expression, пусть будет 60 градусов. Или давайте даже 120 градусов сделаем. Вот. И теперь получается, что мы делаем. Я теперь хочу взять fillet и хочу сюда теперь сделать... так, у меня есть surfaska. Вставляю ее сюда. Замечательно, теперь жму ОК. Далее, после этого, опять же, захожу в параметры и могу менять закругленность. Так, где она у меня здесь? Она у меня вот тут. Давайте сделаем 2. Так, пардон, это у нас был первый чамбер. Давайте вот здесь сделаем не 2, например, сделаем теперь 4. Или даже давайте сразу 5. И так, да, оно сработало. Давайте попробуем сделать 10. И, пожалуйста, вот наша фаска закругленная, она более чем рабочая. Ну, давайте вернемся обратно к 2, более чем достаточно. Итак, теперь я хочу здесь тоже сделать небольшие отверстия, но по внутреннему диаметру. Точнее, я хочу сделать отверстия, которые будут чуть дальше отсюда. Что я для этого делаю? Я, например, беру line, и после этого, то есть я здесь возьму и укажу сразу angle, то есть здесь будет 24, в то время как вот здесь будет ang. Так. Оно нам выдает вот так. Окей, хорошо. Это 120 градусов именно отсюда. Давайте тогда попробуем отредактировать наш параметр. Мы видим, что что-то не сходится. Потому что параметр все-таки считывает в качестве, скажем так, нуля вот эту линию. Ну, ничего страшного в целом. Давайте попробуем поменять. Тогда нам нужно всего лишь здесь 30 градусов сделать. И вуаля, у нас теперь все те же самые... пардон, не 300, а 30. У нас теперь вот здесь 120 градусов. И то есть, исходя из этого, мы уже можем работать. И получается, вот у меня линия на 120 градусов. Итого теперь я могу взять и выдавить эти отверстия тоже. Получается, таким образом параметрический дизайн очень сильно упрощает нам жизнь. А именно тем способом, что нам не нужно заново создавать модель, нам не нужно откатывать модель до состояния середины, когда мы ее только разрабатывали для того, чтобы внести какие-либо правки. Изначально просто создаете параметры там, где считаете, что параметры могут пригодиться, и затем их просто меняете. Но если вам хочется немножко практики, вы всегда можете прийти в американский уголок, где вы сможете получить компьютер, набор Arduino и все необходимое для того, чтобы сделать
3D-модель, сделать робота на Arduino или же написать машинное зрение. На сегодня у меня все. Всем большое спасибо. Заходите также к нам в школу, выполняйте домашние задания и рассказывайте о курсе друзьям. До новых встреч!